Воскресный эфир канала БСТ продолжает итоги недели. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. На прямой линии Ради Хабиров. Я готовился, конечно, но на многие вещи я и так знаю. Демонтирует ли памятник Салавату Юлаеву? Мог ли Куштау быть инсценировкой? И есть ли у главы республики преемник? Появляется плеяда хороших, сильных руководителей. Так что проблем с этим, я думаю, не будет. Неожиданные вопросы, самые интересные из 4 часов прямого эфира. Смелое решение для малых территорий. Большая возможность не только для развития Зауралья, а это, в общем-то, стратегическая задача для Российской Федерации. В портфеле инвестиционного с Сабантуя соглашение на 98 миллиардов рублей. Благодаря этому экономика региона набрала уверенный темп, избавлять своих оборотов не намерена. На карте республики появится новый элеватор, Ледовый дворец, круглогодичный лагерь и бесплатная гостиница. Долгожданные 106 метров. Вернуться домой просто невозможно. Долго очень стоим, очень поздно возвращаемся. Когда Нагаевский переезд станет безопасным и освободится от пробок, что пойдет под снос и будут ли останавливать для стройки поезда? На Бентли по центральным улицам. Его топили в пруду, крестили в нем детей, заваривали лапшу, но Андрей Василевский был оригинален. Кубок Стэнли в Уфе пробыл ровно 24 часа. Штормовое предупреждение объявлено в Башкирии. Неприятный сюрприз погода преподнесет уже завтра. Синоптики прогнозируют заморозки до минус 5 градусов. Также сообщается, что на некоторых участках дорог в ночное и утреннее время будет заметна дымка. Видимость составит менее километра. В связи с неблагоприятной погодой жители просят быть особо внимательными на дорогах и соблюдать меры безопасности при использовании отопительных приборов. В Уфе появится особый штаб, который будет заниматься зимними проблемами. В него войдут представители ресурсоснабжающих организаций и чиновники. На этой неделе глава республики поручил организовать единый номер, куда жители смогут обратиться по проблемам с недостаточным отоплением или же, напротив, перетопами, а также с платежками. Это позволит помочь собственникам жилья сэкономить время на поиск решения проблемы. Власти надеются, что создание штаба позволит избежать повторения прошлогодней ситуации, когда уфимцы получили золотые платежки за отопление. Но я бы две вещи сделал. Это первое, соответственно, проблемы с отоплением. Где-то холодно, где-то, наоборот, перетопы. Где-то появляется уже, потому что всю зиму будет работать, когда платежи пойдут по 1/8. Соответственно, когда первые платежи пойдут, чтобы люди могли обратиться туда. Это вот первое. И второе, на уборку снега элементарно. Как будет работать горячая линия, станет известно завтра на оперативном совещании в правительстве. На начало месяца средняя готовность к отопительному сезону составляет 88%. Заменили порядка 115 километров тепловых сетей и 194 километра водопроводных сетей. Все остальные замечания по отоплению жилищные организации республики должны устранить не позднее 15 сентября. Наиболее серьезное замечание это относится к индивидуальным тепловым пунктам, неисправность их, неисправность автоматики, отсутствие изоляции, изоляционного покроя слоя и неисправность запорно-регулирующей арматуры. Влияет на энергоэффективность, то есть на качество ресурса и объем потребления. В республике отмечается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией среди учащихся и преподавателей. 93 школьника в Башкортостане переведены на дистанционный формат обучения по заявлению их родителей. Глава Башкортостана Ради Хабиров поручил взять ситуацию на контроль и еженедельно на оперативках правительства докладывать ситуацию по школам, колледжам и вузам. И вот что говорит статистика. 109 человек скончались от коронавируса на этой неделе. Таким образом, общее число жертв с начала пандемии уже составило 1296. 16 добавились за последние сутки. Выявлено еще 306 инфицированных, и еще у 118 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. Ну и к другим темам. Глава Башкортостана провел на этой неделе прямую линию, которая длилась более 4 часов. Свои вопросы могли задать журналисты федеральных и региональных СМИ, а также жители республики. Ради Хабиров прокомментировал слухи вокруг Куштау, взаимоотношения с предыдущими руководителями региона и высказался о том, может ли женщина стать его преемником. Были и неожиданные моменты. Обо всем подробнее расскажет Екатерина Тимиряева.
Я готовился, конечно, но многие вещи я и так знаю. Отвечать на вопросы жителей для Радия Хабирова не впервой, но прямой эфир всегда подразумевает неожиданности. Разговор в этом году продлился более 4 часов, и проходил он в Центре управления республикой. Одним из первых прозвучал вопрос о Стерлитамаке и башкирской содовой компании. Предприятие готовится к модернизации и решению экологических проблем. Прибыль с начала года выросла на 43% и составила 8 миллиардов 600 миллионов рублей. Глава региона развеял слухи вокруг ситуации с Куштау и ответил, мог ли он быть инициатором этих событий, чтобы вернуть БСК республике. Я слышал такую, безусловно, точку зрения, что по-другому это говорят. Вот в той редакции, которая мне предъявлялась в некотором смысле, что действительно я это организовал это вместе с Андреем Геннадьевичем Назаровым, для того, чтобы вот это все произошло. Знаете, я бы, наверное, о себе был очень высокого мнения, вот если бы я это такое смог провернуть, и, это было бы здорово. Я бы, наверное, как-то больше гордился еще собой. Нет, конечно. Радий Хабиров много говорил об Уфе. Сроки ремонта улицы Комсомольской с 1 сентября на 15 сдвинулись из-за ошибки проектирования. Благоустройство парков волнует уфимцев не меньше. В первую очередь будут обновлять парк нефтехимиков, затем Центральный парк Демы и парковую зону озера Теплое в Инорсе. Транспортная реформа еще продолжается, но есть определенные успехи. До конца года из Уфы уберут пазики. Будут приниматься и другие решения, которые помогут снизить количество жалоб пассажиров. Часть энергии ушла на то, чтобы укрепить Башавтотранс. И эта работа у нас, я так скажу, неумолимо продолжается. Неумолимо. Мы укрепляем автопарк, мы укрепляем водителями, мы пытаемся создать более лучшие условия, чтобы водители с удовольствием работали. Мы работаем над дисциплиной Башавтотранс. Это вот первая часть, она более легкая. Почему? Потому что вот в самое ближайшее время придет. Мы сделали большую закупку 100 новых больших автобусов и 120 средней вместимости. Я пытался найти себе партнеров среди перевозчиков, которым я несколько раз бросал клич. Я говорю, ребят, приходите, давайте, договоримся. Вы и зарабатывать будете, но давайте работать на наших условиях. Значит, диалога, к сожалению, не получилось. Глава Башкортостана сообщил, что к 1 ноября в регионе сформируют новую стратегию обеспечения пожарной безопасности. Он поблагодарил огнеборцев и волонтеров за самоотверженный труд. По экспертной оценке, количество природных пожаров будет расти, и это учтут в разработке документа. Радий Хабиров прокомментировал судьбу памятника Салавату Юлаеву в Уфе, которому требуется реконструкция. Реновацию монумента весом 40 тонн планируют начать следующим летом. Мы думали, что снять памятник и по возможности сделать такой стеклянный даже павильон рядом вот на площади там, и чтобы даже люди видели, что там происходит внутри. Мне кажется, это было бы интересно, и памятник, самое главное, наш символ, не уводим далеко от места. Это уже нам технические эксперты скажут. Если они скажут, нет, это невозможно и нужно в специальном цехе где-то, значит, будем там делать. Но если не будем ремонтировать, мы его потеряем. Хороший ураган, и мы потеряем его. Вопросы личного характера также звучали. Радий Хабиров признался, что он сова, предпочел бы поздно ложиться и поздно вставать. Но долг превыше всего, и приходится быть жаворонком. В некоторых моментах он осторожен. На фото сыновья позируют со спины. Глава республики поддерживает отношения с Муртазой Рахимовым и Рустемом Хамитовым и предположил, может ли женщина когда-нибудь занять этот пост в Башкортостане. Слава Богу, в республике, именно в республике, растет плеяда хороших будущих руководителей. Слава Богу, они сейчас не растекаются по миру, по стране. Вот появляется плеяда хороших, сильных руководителей. Так что проблем с этим, я думаю, не будет. А это может быть женщина? Представьте, после вашего этого срока, может быть, второго срока, глава Республики Башкортостан – женщина. Возможно такое? Конечно, возможно. Всего за прямую линию в адрес Радия Хабирова поступило более 4700 обращений в социальных сетях, а также 203 видеовопроса. Самые распространенные – ЖКХ и благоустройство, образование, дороги и транспорт. Глава Башкортостана поблагодарил за встречу и дал обещание добросовестно работать, чтобы жизнь в республике становилась лучше. Екатерина Тимиряева. Итоги недели. Президент России Владимир Путин наградил Радия Хабирова орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. Руководитель республики награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе.
Бизнес-урожай на 98 миллиардов рублей. Таковы итоги работы третьего всероссийского инвестсабантуя «Зауралье-2021», который прошел в Сибае. Помимо крупных соглашений в сфере промышленности и сельского хозяйства, инвесторы усилят свою работу в реализации социальных проектов в Башкортостане. В Уфе построят бесплатную гостиницу для родителей ребят, которые проходят лечение в детской республиканской клинической больнице. А после выздоровления они вместе с другими детьми смогут отдохнуть в современном круглогодичном лагере. Азат Садриев подробнее о том, какие еще проекты будут реализованы в ближайшее время. Смелые решения для малых территорий. Слоган третьего всероссийского инвестиционного сабантуя соответствует подписанным соглашениям и новым проектам, которые будут реализованы в Башкортостане в ближайшее время. Так, еще больше башкирских котлет появится в гамбургерах сети «Макдональдс». Сейчас в регионе открыто 12 ресторанов быстрого питания. Компания инвестирует еще 650 миллионов рублей в увеличение их количества в 2 раза. При этом будет создано 600 новых рабочих мест, а фермеры получат заказы на поставку свежей продукции прямо на кухню. Также прорабатывается вопрос открытия бесплатной гостиницы «Семейная комната Роналда Макдоналда» для проживания родителей ребят, которые находятся на длительном лечении в республиканской детской клинической больнице. Еще дом Рональда Макдоналда, благотворительный фонд, занимается обучением специалистов по работе с детьми с различными осложнениями. Ну, то есть это вот те основные направления социальных проектов, которые как раз реализует дом Рональда Макдоналда. И самое главное, у нас есть такие проекты, есть семейные комнаты, есть полноценный большой дом Рональдов в Казани. И мы надеемся, что в ближайшие годы мы сможем совместно при поддержке региональных властей открыть подобный проект и в Уфе. Работать в Башкортостане комфортно, говорят инвесторы. Условия, созданные в регионе, позволяют с нуля построить крупные предприятия, а поддержка на всех уровнях вселяет уверенность при реализации долгосрочных проектов, многие из которых берут начало именно на инвестсабантуе. Компания «Ситна» вложит 816 миллионов рублей в реконструкцию и модернизацию мельничного комплекса в Сибае и планирует выпускать в столице башкирского Зауралья лучшие макароны в мире. Мы предлагаем инвестиционный проект по производству макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Мы хотим создать продукт, который будет представлен не только на территории России, но и за пределами территории. И хотим конкурировать с мировыми лидерами по производству макарон Италии. В селе Кандры Туймазинского района построят распределительно-логистический центр и новый элеватор, а в Уфе и в Сибае откроют центры имплантации и протезирования. В Белорецком районе появится новое деревообрабатывающее производство. Участники и организаторы инвестсабантуя отмечают, после каждого форума у Сибая улучшаются возможности для проведения такого крупного мероприятия. И вполне возможно, что через 2-3 года всероссийский деловой сабантуй ничем не будет уступать крупным международным мероприятиям. И хотя главная цель – это укрепление местной экономики, в конечном счете принятые в столице башкирского Зауралья решения отражаются на всей стране. Здесь, вот в этом месте, на Урале, традиционная инфраструктура требует особого внимания. И один из проектов Сибай-Сара, который обсуждается, который мы готовим, который у нас есть в 310-м указе главы республики, и который будет сегодня в том числе обсуждаться, это очень большая возможность не только для развития Зауралья, а это, в общем-то, стратегическая задача для Российской Федерации. Сделать еще одну железную дорогу с выходом на Казахстан, как дублер существующей железной дороги. От проведения таких форумов в первую очередь выигрывает и та территория, где проводятся мероприятия. В Сибае создаются комфортные условия как для бизнеса, так и для детей. Одно из старейших образовательных учреждений города, школа номер 6, будет полностью снесена и вновь построена уже в соответствии с современными требованиями. Также в ближайшие 3 года в Башкортостане построят круглогодичный лагерь для детей, который сможет принимать более 500 ребят в смену. Всего же за время работы форума удалось подписать соглашение на общую сумму 98 миллиардов рублей. Проекты после первых 2 инвестсабантуев уже работают. В то же время очень приятно, что уже на 3-й инвестиционной форуме, и даже на 1-й это было, на 2-й мы это занимались, уже появляются первые инвестиционные проекты. Поэтому сегодня заключено достаточно для такого небольшого региона, который мы называем Зауралье, достаточное количество инвестиционных соглашений разного уровня намерений, протокол намерений, а где-то уже инвестиционное соглашение. Поэтому я думаю, что вот самая главная вот эта задача.
Инвестиционный Сабантуй прошел в 3-й раз и за все время привлек десятки крупных предпринимателей и сотни миллиардов рублей. Несмотря на это, потенциал Зауралья до конца еще не исчерпан. И поэтому каждый инвестор, который приходит сюда, автоматически становится первым в очереди за государственной поддержкой. Благодаря этому экономика региона набрала уверенный темп, избавлять своих оборотов не намерена. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Роман Мукуфа. Итоги недели. Сибай. Более детально об итогах инвестиционного Сабантуя в Заурале смотрите в специальном репортаже. Он выйдет в эфир сразу после итогов недели. В Сибае-Учелинском районе появились подразделения Республиканского министерства экологии и природопользования по вопросам незаконных недродобытчиков. Теперь жителям Зауралья не придется ездить в столицу республики на прием в министерство, а решать проблемы можно будет все на месте. Больной вопрос – незаконные карьеры и черные копатели. Вопрос, как быть с ними дальше, прозвучал и во время прямой линии главы республики. Репортаж Радмира Азнабаева. В 2015 году вы показали, что добыли 5 килограмм золота. И все на это. С 2015 года добычи у вас нет. 6 лет здесь что копаете? Это же порода продуктивная, это же не с крыши. Масштабы деятельности золотодобытчиков хорошо видны с высоты птичьего полета. Здесь не менее 40 гектаров скопанного поля. 6 лет компания Альтинвест работали даже без плана рекультивации, хоть и подрядчики утверждали, что все это время они вели геологоразведку. Проверяющие сразу поняли, здесь самовольный захват территории и незаконная добыча драгоценного металла. По итогам проверки власти республики остановили варварскую добычу недр. Это земли сельхозугодия. Местное население 2 раза сход, когда проходил, 2 раза отказывали, что пока не будет у них проекта рекультивации, то есть мы не дадим согласия. Они без проекта рекультивации вот что наворотили. Черных копателей уже несколько лет вытесняют с незаконных карьеров. Эта проблема стала головной болью всей республики. На прошедшей пресс-конференции Радия Хабирова жители Уразова поблагодарили главу Башкортостана за избавление их земель от старателей, а также попросили руководителя региона обратить внимание и на другие локации. То же самое, что мы делали в Заурале, в Баймаке, в Учелинском районе, мы сейчас будем в Кармаскалинском районе делать. Очень много жалоб с Кармаскалинского района. Весь район перерыли песком. Значит, добыча песка чудовищная идет разработка, поэтому скоро вот мы станем свидетелями, я вам точно говорю, что жители будут также благодарительны за то, что мы там наводим порядок. Мы даже в Заурале открыли, как-то не представительство, а кабинет Министерства природных ресурсов, который находится там. Не надо людям ездить сюда, к министру, там его представители сидят. Представительство в Заурале открылось после того, как Республиканской межведомственной комиссии по недропользованию удалось предотвратить золотую лихорадку в Баймаке. Там золотодобывающая компания «Танавык» нанесла ущерб почвам в районе на 500 миллиарда рублей. Золотодобытчики для своих нужд изменили русло реки Танавык, что обернулось проблемой для целого города. В отношении предприятия и его руководства были возбуждены административные дела. Организация уже приступила к рекультивации отработанных карьеров, и сейчас там выравнивается ландшафт. Мы усилили территориальное подразделение Минэкологии. Штат увеличили на 4 человека. 2 штатные единицы расположились у нас в Учелах, 2 штатные единицы в Сибае. Эти сотрудники будут заниматься исключительно карьерами, недропользователями. Первым делом сотрудники Минэкологии на месте должны будут объездить все карьеры в своих районах, проверить лицензионные соглашения, наличие нарушений и сформировать реестр недродобыч. Также жители Зауралья могут обратиться к местным инспекторам Минэкологии, которые будут принимать население в Сибае и Учелинском районе. Только по Учелинскому району около 111 лицензий, которые аннулированы. И вот на сегодняшний день необходимо проверить, насколько выполнены требования законодательства по рекультивации этих месторождений после закрытия, после прекращения добычи. Все ли они рекультивированы, может быть, где-то и происходит до сих пор добыча. Вот с этими вопросами нам придется заниматься. В планах руководства региона выстроить работу с легальными недродобытчиками и заставить их беречь природу. И первые шаги к этому уже сделаны. Радмир Азнабаев и Булат Закирьянов. Новости. Уфа. Сегодня в Уфе в ДТП погиб мотоциклист. Смертельная авария с участием двухколесного транспорта и 3 автомобилей произошла на главной улице столицы, проспекте Октября.
По предварительной информации, 23-летний мотоциклист столкнулся с попутной «Шевроле Лачетти». От удара он выехал на встречку, где врезался сначала в Toyota RAV4, а затем влетел в Toyota Corolla. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия. В настоящее время инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Долгожданные 106 метров в Уфе, один из самых опасных железнодорожных переездов, в скором времени закроют. Речь об участке Нагаевского шоссе, рядом с которым начали строить новую развязку. Несмотря на то, что к работам дорожники приступили еще в июне, только сейчас началась закладка фундамента. На неделе рабочие показали, что происходит на площадке, ну и рассказали, возможно ли открытие нового путепровода раньше намеченного срока. Подробности у Артура Шамсуддинова. На кадрах сверху уже можно разглядеть очертания будущего путепровода. Правда, пока в виде сырой земли. Рабочие готовят площадку под строительство, очищают участок от лишней растительности и прокладывают временную дорогу для собственной техники. Закладывают фундаменты под опоры мостового сооружения. Вот это называется у нас первая опора. На первые опоры буровые именно сделали. Свои называются буровые, все 16 штук. И сделали на 4-й опоре. Это получается у нас на той стороне железной дороги. Это 4-я опора. Там 6 штук сделали из 16. Работы сейчас ведутся вот в этом котловане на опоре номер 1 по вырубке шламового слоя. Очистить территорию стройки придется и от нескольких сооружений, которые попадают на линию будущего путепровода. Мэрия подписала постановление об изъятии 4 земельных участков. Сейчас с собственниками ведется диалог. Взамен им предлагают земли на других территориях. Любое строительство, оно затрагивает какие-то имущественные интересы, там, граждан, юридических лиц. Вот. По завершению проведения этой работы, утверждению проекта планировки и межевания, у нас вот эти вопросы, они были сняты, потому что проведены общественные обсуждения, публичные слушания. На первом этапе строительства, изъятия там нежилых, будем говорить, там помещений, каких-то объектов недвижимости производиться пока не будет. Организация путепровода была лишь вопросом времени, говорят чиновники. За сутки железнодорожный переезд пропускает через себя более 25 тысяч машин. Аварии тут уже давно стали привычным делом, порой со смертельным исходом. Новую развязку возводят по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В последние годы население населенных пунктов Нагаева, Зинина растет. Преимущественно переезжают там молодые семьи. В связи с этим на данном участке увеличилось количество автотранспортных средств. Проектировщикам придется проделать непростую работу. Параллельно со строительством путепровода необходимо согласовать и перенести существующие коммуникации, в их числе газопровод, а также электросети и связь. Будет организована ливневая канализация общей протяженностью почти 5 километров. Конструкция путепровода предусматривает 4 опорных столба, которые разместят по обе стороны железной дороги. Сложности могут возникнуть во время установки пролетных балок между ними. В этом случае рабочим придется подстраиваться под расписание движения поездов, которые ездят здесь довольно часто. Частое движение поездов еще и основная причина многочисленных заторов, особенно в часы пик. Время ожидания в пробках может доходить до 1 часа. Каждый день стоим в пробках, особенно в вечернее время. У меня сын учится во 2-ю смену, и мы ездим в город, в школу. И из школы вернуться домой просто невозможно. Долго очень стоим, очень поздно возвращаемся. Общая стоимость развязки 1,5 миллиарда рублей. Длина путепровода составит 106 метров. Движение по нему расширит. Оно будет 4-полосным, по 2 в каждую сторону. Протяженность подъездных путей от трассы М5 до примыкания к Нагаевскому шоссе будет почти 2 километра. Полностью весь объект должны сдать до конца лета 2023-го. Самое удобное, что строительные работы не мешают движению на существующем переезде. Его после открытия новой развязки намерены закрыть. Артур Шамсуддинов, Булат Садриев и Владимир Макаров. Итоги недели. Уфа. Свыше 6 миллионов бюллетеней для голосования отправились в территориальные избирательные комиссии. Из них свыше 700 тысяч экземпляров будут предназначены для КАИБов. Общий вес всего отпечатанного тиража составил почти 100 тонн. Защита от подделок для обоих видов бланков одинаково высокая. Это едва заметная тангерная сетка и специальные шрифты. Но всех секретов не раскрывают. Традиционные избирательные бюллетени в Башкортостане изготавливаются на 3 языках – на русском, башкирском и татарском. Типография издательства «Белая река» работала практически в круглосуточном режиме, печатая 10 тысяч бланков в час. Бракованные бланки утилизировали согласно регламенту. В районы и города республики ценные документы доставляет федеральное предприятие «Спецсвязь». Все изготовлено. Сегодня мы отправляем это в территориальные избирательные комиссии. И до 15 числа, соответственно, 15 это крайний срок, они уже будут в участковых избирательных комиссиях
Ну и, соответственно, готовы мы будем полностью уже к избирательной кампании. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Лилии Курбановой. Начну дайджест этой недели с массовой аварии. Пострадали 2 человека и 6 автомобилей. Что удивительно, обошлось без жертв, при том, что одну из машин разорвало на 2 части. Кстати, водитель сам за медицинской помощью не обращался. В момент столкновения машин попал на камеры видеонаблюдения. На встречку вылетела 14-я. За рулем был 19-летний водитель. Столкнулся с Hyundai Accent и Hyundai Sonata. От удара отечественный автомобиль загорелся и допустил наезд на 3 припаркованные машины. За медицинской помощью обратились 2 человека – водитель и пассажир Hyundai Accent. В республике внесли новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. Одним из нововведений стала и отмена требования об обязательном 14-дневном режиме самоизоляции для прибывших в регион из Великобритании и Северной Ирландии. А при посещении музеев, выставочных залов и библиотек не обязательно теперь предъявлять справку о вакцинации. Также переболевшим COVID-19 разрешили посещать ночные клубы и спортивные мероприятия. Дольщиков Миловского парка обнадежили. В Уфимском районе планируют до конца года достроить еще 3 дома. С проблемой долгостроев там борются уже несколько лет. Сейчас жилой комплекс достраивают за счет фонда прав дольщиков. На эти цели зарезервировано почти 3 миллиарда рублей. В Уфе все-таки построят крематорий. В столичной администрации пояснили причину отмены постановления о выделении земли под строительство учреждения для сжигания тел умерших. Чиновники разъяснили, что теперь пересматривается площадь участка, а не сам факт возведения объекта. Он может расположиться вблизи бывшего поселка Новоалександровка на окраине Уфимской Черниковки. В республике началась уборка подсолнечника и кукурузы на месяц раньше срока. В этом году пришлось сместить график работ из-за засухи. Культуры поспели раньше обычного, и это плохо, констатируют аграрии. Причина одна – засушливое лето, из-за чего урожай на полях поспел уже в августе. Уборку зерновых башкирские аграрии почти завершили. В этом году урожай в 2 раза меньше, чем в прошлом. Из-за засухи сельхозпроизводители недополучат более 30 миллиардов рублей выручки. При этом финансовые вложения стали самыми крупными за последние 20 лет. Постепенно аграрии готовятся к уборке сахарной свеклы. Но объем урожая технических культур не сильно повлияет на показатели в целом. В Башкортостане наводят порядок. В республике начались субботники. Регион присоединился к акции «Зеленая Россия». В этом году ее проводят уже в 10-й раз. С перчатками и мусорными мешками на уборку выходят целыми семьями. Ну и в завершении хорошая новость. Собаки, ради которой бывший хозяин пожертвовал жизнью, нашли добрые руки. Напомню, трагедия произошла в Уфе на набережной. Мужчина гулял со своей собакой, питомец полез в воду и, видимо, не мог выбраться самостоятельно. Хозяин спас пса, но сам выбраться на берег не смог. 4-лапый друг не понимал, куда делся хозяин, нашел дорогу домой, несколько дней скулил под дверью. Его забрали волонтеры, нашли ему новую семью. Знакомство уже прошло, сейчас период адаптации. Надеемся, их дружба станет крепкой. Впервые в истории Кубок Стэнли приехал в Уфу. Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский привез домой главный трофей НХЛ. 14 раз награда приезжала в нашу страну, но еще ни разу не была в Башкортостане. Кроме этого, вратарь привез Conn Smythe Trophy, приз самому ценному игроку плей-офф Заокеанской лиги. С наградами могли сфотографироваться все желающие. Они были выставлены в фойе Уфа-арены. О том, в каких еще точках города побывал Кубок Стэнли и как его встречали, Юлия Паршина. Событие, которое совершенно точно войдет в историю региона, страны и мира. Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский с Кубком Стэнли в Уфе. Лучший вратарь НХЛ проехал с трофеем по улицам столицы республики. Многолетняя традиция. На кубке выгравированы команды-победители и имена всех игроков-обладателей приза. То есть фамилия Василевский на чаше появилась уже дважды. Это 14-й приезд Кубка Стэнли в Россию. Чаще всего, а это в половине случаев, трофей, вручаемый победителю плей-офф НХЛ, оказывался в Москве. За 128-летнюю историю существования чаши она впервые добралась до Уфы. Давай, пойдем, Андрей Леонидович. Да, Андрей Андреевич, да. Двукратный.
Сейчас трудно поверить, но 7 лет назад Андрей Василевский-старший отговаривал сына от поездки за океан. Переживал, что там у него не получится сделать хоккейную карьеру. Сначала так и было. Второму российскому обладателю Визина пришлось вдоволь посидеть в запасе и поиграть за фарм-клуб. И это после золота чемпионата мира. Эмоции самые положительные. Даже не могу их описать. Там об одном-то я и мечтать не мог кубки, а тут целых два, да и подряд в 27 лет. Ну, и Conn Smythe еще в придачу, так вообще. Да, как мечта сбылась, можно сказать. Кубок должны были привезти еще в прошлом году, но из-за пандемии подобные мероприятия отменили. Тогда Андрей Василевский пошутил, что придется выиграть в чемпионате снова, и сделал это. Тампа Бэй Лайтнинг стала лучшей командой в НХЛ второй раз подряд. А вратарь получил приз как самый ценный игрок плей-офф – Conn Smythe Trophy. И на этот раз российские хоккеисты Тампы привезли чашу домой по маршруту Москва-Нижнекамску. Всю ночь ехали сюда, то есть каждый раз собирается более 5000 человек и большое мероприятие, праздник для города. Сегодня мы планируем посетить 2 арены, множество детей. Я надеюсь, у всех будет возможность увидеть и потрогать Кубок Стэнли. В родной для Андрея дворец спорта на Зорге на фотосессию с лучшим вратарем мира и его наградами приехали юные хоккеисты со всей республики. Тренеры с Дюшор как могли ускоряли процесс фотографирования, запуская в кубковую зону по полкоманды. Я пришел сюда для фото с Андреем Василевским и увидеть Кубок Стэнли. Кубок, он красивый, я хочу тоже его выиграть. Безусловно, мечта, наверное, каждого хоккеиста. Это самый главный трофей, самый тяжелый трофей. Вообще в хоккее Андрей, тем более, 2 раза его завоевал. Это просто вдвойне, наверное, приятно и очень рад за него. По традиции, каждый член команды, выигравший кубок, имеет право личного владения им на 1 день в межсезонье. За это время не обходилось без курьезных случаев. Чего только не вытворяли игроки, оставаясь 1 на 1 с трофеем. Его топили в пруду, в бассейне, крестили в нем детей, заваривали лапшу, наполняли мороженым, расплавленным шоколадом, супом, яблочным пюре и даже собачьей едой. Поделюсь секретом. Андрей сказал, что он туда, значит, дома положил туда кошку свою, да. Я предложил кумыс, он говорит: кладите, что хотите. Мы сейчас будем собираться и думать, кого-нибудь, что-нибудь придумаем симпатичное. Потом фотографии распространим, сделаем, вам покажем. Пока мы не можем сказать, что-нибудь придумаем. Обычно это происходит спонтанно. Вместе с одноклубником Михаилом Сергачевым Василевский привез обе награды в Зеленый мыс на дачу, где проживают родители чемпиона. Теперь фото с кубком есть даже у домашних питомцев хоккеиста. Все это время ни на минуту от чаши не отходил Марио де ла Савия. По правилам Национальной хоккейной лиги Кубок Стэнли может передвигаться только в присутствии охраны. Каждые 2 часа секьюрити сменяют друг друга. Вот уже много лет специалисты из Канады путешествуют за кубком по всему земному шару. Чем я занимаюсь? Все очень просто. Я слежу за охраной, скажем, кубка, потому что все кубки принадлежат залу славы НХЛ, и поэтому вместе с другими трофеями мы осуществляем охрану и следим за тем, чтобы все было хорошо. После Уфы Кубок Стэнли вместе с сопровождением покинули пределы России, чтобы вновь оказаться на североамериканском континенте, где за него по новой развернется борьба, и воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский готов в нее вступить. «Верьте в мечту», скажет он юным хоккеистам, и в один день уже вы привезете трофей в Уфу. Юлия Паршина, Владислав Минязев. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. После прогноза погоды не пропустите специальный репортаж Азата Садриева. Речь пойдет об итогах инвестиционного сабантуя в Заурале. Не переключайтесь и до встречи в эфире.